я в Узбекистан живым не вернусь. То есть я лучше умру, помучиться полчаса и умереть, чем мучиться бесконечно, ну, когда будут тебя пытать. Не сразу человек от этих пыток умирает. То есть они пытают, причиняют боль до определенного момента, человек сколько может выдержать. Потом они немного отходят, дают немного восстановиться, потом заново пытают, да, то есть и это так вот бесконечно может длиться, да. Ну, это какой-то остаток средневековья, ну, дикого средневековья, да. Ну, то, что там ногти людям выдергивают, там тыкают по там иголкой там в пальцы, ну, избивают, кипятком обливают. Полгода я постоянно думал то, что со мной произойдет что-то плохое. И я постоянно был наготове, что в какой-то момент, возможно, мне придется сделать выбор и покончить с собой. Но раньше мне казалось, вот, то, что такие вот плохие вещи могут с людьми происходить, только если ты прям очень сильно разозлил там властей, да, там что-то сделал совсем как-то вот. А сейчас я как бы понимаю то, что ни у какого человека нету никакой гарантии, то, что с ним что-то не произойдет завтра. Там два одинаковых кейса могут быть, да, то есть они очень схожи, но при этом результаты этих кейсов будут совершенно разные. Я понимаю то, что от такой несправедливости не застрахован никто, абсолютно никто.